Ребятушки, всем привет! Очередные, ребятки, выходные. Опять же мы на бане сегодня, ребятки. И сегодня хочу приготовить отличное блюдо. Ребят, хочу с вами поделиться, рассказать и показать, ребятки. Так что смотрим. Погода, ребят, шикарная. Минус 6 градусов всего. Ну, снега, ребят, вот такие горы у нас снега уже. Снега навалило, дай бог, в этом году. Ну, с морозами как бы не очень, но снега, конечно, достаточно. Сегодня, ребятки, мы будем коптить куриный рулет, ребятки. Это такое шикарное блюдо, ребятки. Вот так он выглядит, ребятки. Возможно, несуразно, ребят, но он этого стоит. Вот он уже мариновался, получается, ребят, со вчерашнего дня. Вот завязан шпагатом. Супруга моя любимая замариновала его. И вот всю ночь он лежал в холодильничке. А сегодня, ребятки, на бане, пока топится баня, ребятки, мы это чудо будем готовить. Ну, пока, ребятки, разжигается мангал, прошу перейти на кухню и посмотреть, как, ребятки, все это было дело. Всем привет! Добро пожаловать на канал Андрея Новикова. Сегодня хочу рассказать, как мы делаем наш фирменный домашний рулет из курицы с черносливом и чесноком. Для начала нам нужно будет чеснок, соль, приправа для курицы, чернослив отпаренный, черный перец и в конце уже шпагат нам нужен будет. Теперь я покажу, как нужно разделать курицу. Вот так у нас получилась разделанная курочка. Теперь нам нужно ее немножко отбить. Вот именно эти края. Это мы тоже отрежем, чтобы не мешало. Кожица у
у нас практически целая. Ну, там есть небольшие нюансы, но это не столь важно. Малое филе мы тоже также отобьем и положим в серединку. Так как здесь мало будет мяса, мы его отрежем. Вот как-то так. И для сердцевины мы его сюда положим. Вот так. Это все сделаем. Осталось нам нашинковать чеснок. Солим. Приправа для курицы. И добавляем чеснок. Тося, не кушать хочешь? Сейчас, косточки, да. Вот косточки наши. Чернослив сверху. Я люблю много чернослива. Может, кто-то меньше положит. Так, теперь нам нужно будет как-то это все скрутить. Да, скрутить чуть-чуть. Рулетиком. Рулетиком? Рулетиком, да. Какой летик? Уед. Уед. Так. Уед говорит.
рулет. Рулетик. Рулетик. Или Рулетик. лучше так. Так получится у нас очень-очень-очень-очень большой, да? Очень-очень длинный. Нет. Скручивать мы все-таки будем вот так. Чем наслед весь поубегал, будем все-таки не так скручивать. Пусть одна сторона получится больше, но зато у нас все будет на месте. Вот такой рулетик у нас получился. Весь обмотанный, весь замотанный. Нам главное, чтобы он был хорошо спрессованный, не развалился. Теперь мы его оставляем до завтрашнего дня, чтобы он хорошо замариновался. И уже завтра мой супруг будет готовить, покажет, как закоптил, как что. А теперь он отправляется в холодильник. Я с вами прощаюсь. Передаю эстафету моему супругу. Всем пока-пока. Ну что, друзья, приготовим коптильню. Вот моя коптилочка. Правда, уже такая пожженная маленько. Ну, я просто часто копчу, ребятки, всякое разное. И из-за этого она уже в таком состоянии. Но, как бы никак. Кстати, ребятки, совет. Ищите, конечно, нержавеющую сталь, потому что вот постоянно приходится чистить. Вот она ржавеет. Вот таким образом, ребятки. После каждого вот так чищу. Ну, стандартная коптилочка, ребятки. Так что сейчас будет. Сегодня буду использовать простую ольховую стружку. Тут, в принципе, даже написано: мясо, птица, рыба. Очень дешевая, недорогая. Такой пакет, ребятки. А так как живу в лесу, ребята, в тайге, можно заготавливать, ребята, вот просто ольха. Также сушится в бане. Нано настругал ее, ребятки. Ну и все. Вот она уже просушилась. Ничем не отличается, ребятки. Так что, кому интересно, имейте в виду. Засыпем, ребятки, стружку. Стружки нам понадобится много, потому что, ребятки, наш рулетик будет коптиться на медленном огне, даже на углях, около 2 часов. И стружки, ребятки, нам понадобится достаточное количество. Таким образом мы это все сделали. Обязательно, ребятки, ставим поддон, потому что курица жирная и много будет очень сока выходить. Поддон
незаменимо. В принципе, допустим, если я копчу там сыр или еще что-то, то я поддон не использую, а вот сегодня он в любом случае понадобится. Поставим, ребятки, решеточку. И, скорее всего, на первый ярус. Пускай она будет здесь. А нет, хотя рулет, ребят, слишком большой. Поставим на второй ярус. Вот таким образом. Грузим, ребятки, рулетик наш. Рулетик, ребятки, ну, килограмма 1,5, наверное, будет вес. Это вот так он будет вес. Вот таким образом, ребятки, мы его отправляем. Закрываем крышечкой. Ну все, ребятки, на часа 2 на огонь. Так, ну рулетик, ребятки, поставили. Вот на таком медленном огне, ребятки, он будет коптиться. Жара слишком много не надо, потому что мясо может будет сгорит, а внутри она не приготовится. И постепенно, ребятки, я вот буду добавлять понемножку дровишек, чтобы огонь был относительно умерен. В плане вот, что он будет поменьше. И небольшие угли, ребятки. Ну и все, засекаем время, ребят. Часа 2. Я думаю, будет достаточно. Вот процесс пошел. Видно, выходит дым. Все. Наш рулетик, ребятки, начал свою процедурку. А вот уже, ребятки, слышно, как рулетик зашкварчал. 20 минут он стоит уже. Уже чувствуется запашок небольшой. Ну все, процесс идет, ребят. Вот так. Что, ребятки, посмотрим, что у нас получилось. Опа. Ух. Вот это жесть. Вот это, ребятки, красавчик. Вот он, ребятки, наш рулетик. Сейчас будем снимать и пробовать. Так, ребятки, извлечем шпагат. Шпагат нам не нужен. Сейчас мы его обрежем. Запах, ребята, просто бомба. Жирненький. Просто жирненький, ребятки. Так, включу. Ну что, ребят, первая нарезочка. Да, ребят, просто да. Вот он, ребятки. Ха-ха. Просто сейчас будем пробовать. Ну что, друзья, попробуем. Рулетик, ребят, просто получился, ребят, просто шикарно. Ребята, за это надо жить, отвечаю. Просто, ребята, великолепно, просто шикарно, ребятки. Вот так. Ребятки, с черносливом и с чесночком, ребят, ну просто песня. Серьезно, ребятки. Вот, в принципе, ребят, совсем не тяжело, в принципе, каждый может это сделать, ребят, я советую это попробовать. Копченая курица в таком стиле, ребят, ну я не знаю, в магазине такого точно не возьмем. Ребят, просто мягенькая, сочная. Это просто бомба. Просто вот такая, ребят, вещь. Ну что, друзья, эту кружечку певца хочу выпить, ребятки, за друзей. В наше время, ребята, жизнь трепает, но друзья, реально, друзья, они выручают. Я хочу, ребята, выпить за достойных друзей. У каждого найдется, наверное, количество. Но чисто, ребят, за достойных друзей, потому что жизнь показывает, что некоторые подводят, ребятки. Ну, судьба такая, значит. За вас, за нас. Ну что, ребята, идем в баню, кушаем рулет, отдыхаем. Завтра на рыбалочку, ребятки. Так что всем удачи, всем пока, на связи, ребятки.